Вот у вас, как действующего перевозчика, спрос будет намного сложнее, но работу надо делать. Вы должны не подвести нас, оправдать наше доверие, выполнить данную работу в четкие условия. Договор подписан. С сегодняшнего дня в столице республики в тестовом режиме запускают 2 новых маршрута. Они окольцовывают весь город, связывают отдаленные точки, как въездные улицы, так и окраины. У нас в основном маршрутная сеть в столице была организована межмуниципальное сообщение. Это транспорт, который заезжал со стороны Назрани. Он практически пытался окольцевать столицу, но так как это уже отдельный сектор, и в данном случае наличие муниципального сектора диктовало такое условие, что наличие этого маршрута оно необходимо. Водитель с многолетним стажем Мустафа Албагачиев сегодня отправляется по своему маршруту Магаз-Назрань с особым чувством предвкушения. Скоро шофер пересядет в новенькую комфортабельную «Газель». Ежедневно он выполняет порядка 10 рейсов. Начало будет в 7 часов утра и до 19:00. Интервал примерно 10 минут, я так думаю, но не больше. Всего по Магазу предусмотрено 4 машины, по 2 на каждое сообщение. «Газель» рассчитана на 23 пассажира. В каждом транспорте предусмотрена безналичная оплата. Это очень удобно, особенно для тех, кто постоянно ходит без налички, а это, как мы знаем, в основном студенты. Вот этот терминал поддерживает все виды карт, даже тройку. А приобрести такую транспортную карту можно на портале mos.ru. В общем, всех плюсов и не перечислить. Утром надо вовремя добраться. Вечером тоже и домой хочется вовремя. Меня лично удовлетворяет этот маршрут. Да, теперь удобнее станет, да? Удобно, конечно, удобно. Пусть ходят еще. Именно на этой остановке всегда кипит жизнь. Протиснуться в свободную «Газель» – та еще проверка на прочность. Особенно новому транспорту и маршрутам рады студенты Ингушского госуниверситета. Они отмечают удобство и график движения. Мне кажется, что наличие нового маршрута было необходимо, поскольку постоянно возникали проблемы. Я, например, часто опаздывала на работу, на учебу. Я знаю, что это проблематично для тех, кто живет, допустим, в Экажево, Сурхахи, Барсуках и так далее. И поэтому я рада, что появляется новый маршрут. Мне кажется, это облегчит нам жизнь вообще всем. Еще слышала, что теперь можно будет прикладывать карту, что тоже очень удобно, поскольку я сама очень часто забываю наличку, и это, я думаю, было бы такой выручалочкой. Чем больше маршрутов, это тем лучше, потому что люди живут в разных точках нашего региона, и кому-то может быть неудобно добираться там с пересадками. Намного лучше же им будет, чем напрямую пойти. А сам ты по какому маршруту едешь? Я с 149, с пересадкой автостанцию и дальше еду в Далако. Транспорта бывает очень сильно не хватает, и люди опаздывают, задерживаются, даже на собственном опыте бывает очень долго, приходится ждать. А если это запускается на государственном уровне, естественно, откроются 2 новых маршрута, то это очень хорошо. То есть сразу очень быстро, без проблем можно добраться в любую точку. Также в рамках организации деятельности межмуниципального сообщения появятся такие маршруты, как Алиюрт-Магаз, Сурхахи-Магаз и Назрань-Магаз через центр КАМАЗ, который не функционировал долгое время. Его решили возобновить по просьбам жителей. И самое приятное, появится прямой рейс из аэропорта Магаз в столицу региона. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.